Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Начинаем с главного. Согласно указаниям и поручениям основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, посредством специального авиарейса Багдад-Душанбе-Багдад из Ирака в Таджикистан были возвращены 84 несовершеннолетних таджикских гражданина. Напомню, что вопрос о скорейшем возвращении на родину всех несовершеннолетних детей, граждан нашей республики, которые со своими родителями и заблудшими семьями прибыли в Ирак для присоединения к экстремистско-террористическим движениям на территории Ирака, в результате эффективного взаимодействия Министерства иностранных дел и правоохранительных органов республик Таджикистана, Ирака и государства Кувейт был решен. В соответствии с поручением основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, вопрос о скорейшем возвращении на родину всех несовершеннолетних детей граждан Республики Таджикистан, которые со своими родителями и заблудшими семьями прибыли в Ирак для присоединения к рядам террористической группировки «Исламское государство» и другим экстремистско-террористическим движениям на территории Ирака, находится на контроле Министерства иностранных дел Республики Таджикистан и посольства Республики Таджикистан в государстве Кувейт. В результате было установлено, что в Ираке в тюрьмах, изоляторах и центрах содержания несовершеннолетних находятся 43 женщины и 95 детей граждан Таджикистана, в том числе и малолетние дети, родившиеся в этой арабской стране. При поддержке правительства Республики Таджикистан и во взаимодействии с Министерствами иностранных дел Ирака и Кувейта, органами внутренних дел Ирака и Таджикистана, организацией ЮНИСЕФ и другими международными организациями 30 апреля текущего года спецрейсом из Багдада в Душанбе 84 ребенка были возвращены на родину. Правительство Республики Таджикистан выражает благодарность за сотрудничество и постоянную поддержку в деле возвращения детей граждан Таджикистана на родину Министерству иностранных дел государства Кувейт, Министерству иностранных дел Иракской Республики и представительству ЮНИСЕФ в Ираке. Мы ведем переговоры с властями Ирака и предпринимаем все меры для завершения этой процедуры. Приняты все меры по созданию благоприятных условий для детей. Им оказывается медицинская, психологическая и социальная помощь. Эта инициатива будет продолжена. О детях позаботится государство и будут приняты меры для их интеграции в общество и получения образования. Как сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, ни один наш ребенок не будет брошен в чужой стране. Мы продолжаем выпуск. Качественное образование, несомненно, это требование времени. Согласно совместному таджикско-российскому проекту по гуманитарному сотрудничеству в сфере образования, в средних общеобразовательных учреждениях городов и районов страны ведут свою деятельность российские учителя. Они в основном преподают русский язык, математику, информатику, физику, биологию, химию и другие школьные предметы. В настоящее время в Таджикистане работают учителя из Костромской и Кемеровской областей, Башкортостана, Дагестана, Татарстана и других регионов Российской Федерации. Так, в среднем общеобразовательном учреждении номер 21 города Душанбе с приходом учителя по информатике из Башкортостана заметно повысились знания учащихся по этой дисциплине. Россия намерена построить в Таджикистане 5 школ с русским языком обучения. Кроме этого, более 50 российских учителей уже работают в средних учебных заведениях Таджикистана. Совместный таджикско-российский проект по гуманитарному сотрудничеству в сфере образования, согласно которому в школах городов и районов страны ведут свою деятельность российские учителя, успешно и эффективно реализуется. Так, в среднем общеобразовательном учреждении номер 21 города Душанбе вот уже второй год преподает информатику российский учитель
из Башкортостана Шамиль Ганиев. Выпускник Башкирского государственного педагогического университета, творческий человек и неординарная личность, Шамиль Ганиев во время уроков использует новейшие методы преподавания по российским программам. Он стимулирует активность учащихся. Уроки информатики с помощью современных компьютерных технологий вызывают у них особую заинтересованность. Приехал сюда по программе в 2017 году. Сейчас заканчивается второй год обучения. Моя специальность – учитель математики и информатики. Но я здесь был приглашен в качестве учителя информатики, так как была очень большая потребность в учителе информатики именно. Я провожу занятия у учеников с 7 по 11 классы. Я сюда пришел со своей программы, ну не со своей, а вот по России, которая идет по стандартам ФГОС. У нас половина всех уроков проходит именно непосредственно за компьютером. То есть они сидят и учатся там. Очень большой интерес со стороны учащихся. Им очень интересно, как это все делается. Все понимают, что в нашей жизни информатика – это компьютеры, это необходимая вещь, понадобится в любой отрасли, в любой области науки. По словам Шамиля Ганиева, он полюбил сказочный Таджикистан, его неповторимую природу, школу, где работает, своих учеников, а самое главное – людей. Здесь в Душанбе он обрел много друзей. Когда мы сюда приехали, нам предоставили жилье. Мы проживаем, кому требовалось жить с семьей, кто хотел привести семью, тем дали квартиры. Кому не нужно было приводить семью, они разместились в общежитиях специальных. Вот. Я приехал сюда с семьей. У меня семья, жена и 2 детей. Мы приехали сюда, условия достаточно комфортные, квартира у нас есть, теплая вода, недалеко от школы, 2 остановки. Это достаточно близко по сравнению с масштабами города. На следующий год думаю остаться, так как мне в общем-то здесь нравится. Погода хорошая, отличная, люди очень добродушные, гостеприимные. Шамиль Галипович старается поделиться своим педагогическим опытом. С приходом этого преподавателя в нашу школу заметно повысился уровень знаний учащихся по этому предмету. Шамиль Галипович во время зимних каникул провел курс по информационным технологиям для преподавателей нашей школы. На заседаниях метод объединения преподавателей математики, физики и информационных технологий проходит обмен мнениями, обмен опытом, а также преподаватели на этих заседаниях совместно разрабатывают различные методики преподавания этих предметов. Действительно, мы, работая в школах Таджикистана, сами живущие здесь, обязательно обмениваемся опытом с учителями, приехавшими к нам из России. У нас тесная с ними связь, взаимосвязь в основном. Мы, конечно же, интересуемся, какая программа у них в России. Мы обязательно обмениваемся методикой и опытом. Мы участвуем на открытых уроках, которые проводим сами и которые проводятся учителями, приехавшими к нам с России. В среднем общеобразовательном учреждении номер 21 города Душанбе особое внимание уделяется изучению точных наук и иностранных языков. В условиях рыночной экономики невозможно в полной мере развивать международное сотрудничество без знания ведущих языков народов мира, в особенности русского языка. Я приехал второй раз в Республику Таджикистан для набора школьников для обучения в нашем вузе. Прошлый год, когда я приезжал, к нам приехали ребята на обучение, и, в общем-то, они показали хорошие знания, и поэтому в этом году я уже спланировал проехать по школам, и одна вот из школ, 21-я, которая с русским направлением обучения, и в дальнейшем хочу их пригласить на обучение в наш аграрный университет. Российские учителя преподают занятия здесь, в республике. И, в общем-то, это очень положительно в том плане, что ребята, во-первых, они узнают лучше систему образования в Российской Федерации, вот, где и как можно поступить, какие документы подать, куда подать. И, в общем-то, те
навыки школьных знаний предметов они узнают изначально от основ по русским образовательным стандартам, которые, в общем-то, у нас в России в настоящее время работают. Учителя данной школы освоили секреты проведения интересных уроков. Учащиеся торопятся, чтобы не опоздать на занятия, а после звонка не спешат выходить на перемену. Каждый урок – невероятное открытие. Карим Хайдан, Ахледин Карим, Лишоди Хушмак, телевидение Таджикистан. Рост – один из наиболее важных показателей здоровья ребенка. И если к концу 2-3 года жизни ребенок заметно отстает от сверстников, нужно показать малыша врачу. Специалисты, в свою очередь, отмечают, что многие родители не обращаются вовремя к врачам в надежде на то, что он вытянется. Но медлить здесь не следует. Необходимо при любых подозрениях на низкорослость консультация врача-эндокринолога. Многие заболевания вызывают задержку роста, поэтому понять причину низкорослости бывает не так просто. Это заболевание либо костей, длительное кислородное голодание, тяжелые хронические болезни печени и почек. Еще одна из причин низкорослости и малокровия кроется в близкородственных браках. Именно у этих родителей чаще всего рождаются дети с ограниченными возможностями. При своей встрече 1 сентября 2018 года, когда наш уважаемый президент Эмомали Рахмон, лидер нации, говорил на встрече с медиками, что за последние десятилетия есть тенденция к снижению роста и низкорослости, наследственных дел, плюс к этому все те заболевания, которые приводят к низкорослости. То есть это родовые травмы, это внутричерепные давления, это какие-то перенесенные вирусные инфекции. И плюс к этому йод-дефицит. Есть такое в эндокринологии заболевание, как гипотиреоз, эндемический нанизм есть, гипофизарный нанизм есть. Это уже другое заболевание, генетическое, это хромосомное, это наследственное и так далее, которое может быть и как дефект идти гормона роста. Надо учитывать и своевременно тем родителям, которые, они заинтересованы, если генетика хорошая, но ребенок отстает, у ребенка, если в физическом развитии есть отставание, полностью нужно разобраться, в чем причина. То есть начиная от костной системы, от проблем головного мозга, от проблем гормонов, поставить все на уровень того, что должно быть полное стопроцентное обследование этого ребенка или подростка. Начиная определение костного возраста по костям кисти, определение рентгенография черепа с прицелом на турецкое седло, проверить турецкое седло в головном мозге, определение гормонов роста. После этого родители обязательно должны подойти с ребенком к эндокринологу, определить на каком звене, на каком этапе какое звено страдает. И отсюда своевременно начать лечение и оставаться у эндокринолога под наблюдением. До тех пор, пока эндокринолог не удовлетворится результатами проведенных лечений и соответствии этого ребенка своему возрасту. Переходим к зарубежным новостям. В Сирии уничтожены 11 боевиков. Вблизи автомагистрали в районе населенного пункта на юго-востоке Румынии огромный вихрь опрокинул автобус с 39 пассажирами. Городской округ на севере Китая буквально поглотила песчаная буря. А в Американском университете Северной Каролины произошла стрельба. В Томске коммунальные службы ликвидируют последствия урагана. Сильный оползень повредил как минимум 15 домов в одном из районов столицы Боливии. В Сирии в результате обстрела со стороны боевиков погибли 11 человек, в том числе 5 сирийских военнослужащих и 6 мирных жителей. Также боевики обстреляли несколько населенных пунктов в сирийских провинциях Хама, Латакия и Алеппо.
Вблизи автомагистрали в районе населенного пункта на юго-востоке Румынии огромный вихрь опрокинул автобус с 39 пассажирами. По предварительной информации пострадали 7 человек. По данным местных метеорологов, скорость ветра достигала 90 км в час. Однако, согласно свидетельствам очевидцев, скорость была выше. По данным местных СМИ, торнадо также повредил по меньшей мере 10 домов. Эксперты говорят, что экспериментальное явление для этого региона возникло из-за глобального потепления. Торнадо образовался за 30 секунд. Городской округ на севере Китая буквально поглотила песчаная буря. Над домами нависла плотная серая стена высотой почти 100 метров. Город в считанные мгновения окутал густой туман. На улицах резко ухудшилась видимость. Порывы ветра повредили светофоры, вызвав заторы и неразбериху на дорогах. В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали 2 человека. Еще 4 человек получили ранения. Правоохранительные органы задержали нападавшего. В Томске коммунальные службы ликвидируют последствия урагана. Ветер скоростью более 20 метров в секунду валил деревья, рекламные щиты и сносил крыши. В одном из районов города часть кровли обрушилась на высоковольтные провода. В результате без света на несколько часов остались около 20 тысяч жителей. Сильный оползень повредил как минимум 15 домов в одном из районов столицы Боливии Ла-Паса. Власти организуют временный лагерь для пострадавших. Повреждено не менее 15 домов. Лагерь расположен в нескольких кварталах от оползня в районе Сапакачи. Он для всех людей, которые нуждаются в месте для ночлега, получения, питания и медицинской помощи. Пока данных о погибших, раненых или пропавших без вести нет. Ну и последнее. Специалисты отмечают, что весенние блюда, приготовленные из целебных трав, которые произрастают у нас в Таджикистане, придают людям не только физические, но и духовные силы. Кроме того, эти лакомства повышают жизненный тонус и вызывают положительные эмоции. В Таджикистане произрастает более 5000 наименований растений. 663 из них являются лекарственными. Некоторые из них мы можем встретить на рынках страны только весной. Это щавель, ревень, сио-алав и многие другие. Эти травы способны восполнить наш организм микроэлементами и витаминами. А покупатели считают, что эти травы, горные весенние травы, способны оказывать на организм человека поистине волшебное действие. Весной самыми популярными продуктами питания являются горные травы. Особенно ревень, или как его еще называют, кислячка, и сио-алав, разновидность дикого лука, который растет только в высокогорьях Центральной Азии. Специалисты отмечают высокое содержание в этих продуктах большого количества полезных веществ. Травы рекомендуется собирать только в экологически чистых районах, поэтому и ревень, и сио-алав, и другие лечебные растения собираются в основном в горах. После дождя на рынках появляются грибы, которые также обладают массой полезных свойств. По составу минералов грибы можно приравнять к фруктам, по количеству и составу углеводов к овощам, по количеству белка грибы превосходят мясо. Весна дарит нам ценные продукты, но не надо забывать, что данные продукты необходимо употреблять только свежими. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, Мехрузи Джума, телевидение Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы!